Мы продолжаем эфир актуальной информации. Начнем с курса валют, установленного Центробанком. Доллар остановился на отметке 62 рубля 3 копейки, евро 69 рублей 3 копейки. Что касается обмена валюты в Якутске, то все лучшие позиции обмена сегодня в Россельхозбанке. Покупка и продажа доллара 61,94 и 62,41 соответственно. Обмен евро 69,21, покупка и 69,74 продажа, сообщает сайт Банки.ру. Более пристально следить за соблюдением условий, в которых трудятся граждане. Изменения в законодательстве произойдут с 1 января следующего года. С этого момента отчету по спецоценке условий труда будет присваиваться идентификационный номер. Оценщик должен будет проинформировать работодателя о передаче этого документа в информационную систему. Работодатель будет обязан учесть замечания и возражения сотрудника относительно результатов спецоценки условий труда и принять решение о проведении внеплановой проверки, если возникнет необходимость. Кроме того, Роструд проведет мониторинг перехода на электронные трудовые книжки. До 1 июля все работодатели должны будут письменно проинформировать работников о возможности сделать выбор. Они могут оставить трудовую в бумажной форме или же перейти на электронную. Сотрудникам нужно будет подать заявление с 1 июля до 31 декабря. Для работников, которые не подадут заявление в течение следующего года, несмотря на то, что они трудоустроены, трудовую книжку продолжат вести в бумажном виде. Сведения о периодах работы граждан, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, будут вестись только в электронном виде. Другой закон, подписанный главой государства, позволит россиянам вернуть часть страховой премии при досрочном отказе от договора страхования в связи с исполнением всех обязательств по договору потребительского кредита. Сейчас заемщик, взявший кредит, обязательно заключает договор страхования. Этот документ гарантирует банку, что деньги будут возвращены. В 23% случаев граждане погашают кредиты досрочно, при этом страховочные деньги им не возвращают. Согласно закону, если заемщик досрочно погасил кредит, в том числе ипотечный, он может написать заявление о досрочном отказе от договора страхования. Страховую премию в этом случае должны вернуть. Переходим к поддержке семей, которая будет доступна в новом году. С 2020-го в стране вырастут пособия по уходу за ребенком, пособия по беременности и по временной нетрудоспособности. Подробности у Дмитрия Тымырова. Дима, здравствуй. Ждем от тебя информацию о новых механизмах поддержки. Добрый день, Юлия. Максимальное пособие по уходу за ребенком повысится почти до 28 тысяч рублей, что на 2 тысячи больше, чем в году уходящем. Что касается дополнительных мер поддержки семей в нашем регионе, то со следующего года указом главы республики будут действовать новые механизмы поддержки этой категории общества. Республика впервые вступила в программу поддержки рождения третьих и последующих детей. И уже при рождении третьего или последующего ребенка с 1 января такие семьи будут иметь право на ежемесячное пособие от 0 до 3 лет, также в размере прожиточного минимума. Что немаловажно, то с января 2020 года пособие при рождении первого ребенка также будет продлено до 3 лет. Так, при появлении первенца всем полагается единовременная выплата в размере 2 величин прожиточного минимума. Кроме того, увеличивается срок, в течение которого нуждающиеся семьи могут получить ежемесячное пособие в связи с рождением, усыновлением первого ребенка. Теперь выплаты будут направляться до достижения ребенком 3 лет. Помимо этого, семьи, у которых, начиная с 1 января 2020 года, родится второй ребенок, получат региональный материнский капитал в размере 139 985 рублей, что составляет 30% от федеральной выплаты. Также увеличивается размер ежемесячной денежной выплаты при рождении и усыновлении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими 3-летнего возраста. Она составит 17 660 рублей. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать величину среднедушевого денежного дохода населения в республике.
Помимо этого вырастут пособия по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности. Так, со следующего года максимальная сумма данного пособия составит почти 70 тысяч рублей в среднем за месяц. Это на 4,5 тысячи больше, чем в уходящем году. При сохранении действующих льгот и преференций перечень будет расширен. Все виды пособий для многодетных семей будут проиндексированы с учетом инфляции. Предварительный прогноз на 2020-2021 годы – это 4,2% и 4% ровно. Программу материнского капитала пролонгировали до 2021 года с гарантией выплат до 2022 года. Как отметили в региональном министерстве труда, опыт Якутии по поддержке многодетных семей и рождаемости стал образцовым и показательным для других субъектов страны с реализацией национального проекта «Демография». Сегодня, конечно, мы подводим итоги реализации первого года национального проекта. Буквально недавно мы принимали участие в рабочей группе Государственного совета при президенте страны по направлению «Социальная политика», на которой рассматривались итоги реализации проекта на примере нашей республики. И что очень важно, на рабочей группе был отмечен положительно опыт республики в области реализации семейной и демографической политики. В рамках принятой правительством страны масштабной социальной программы «Десятилетие детства» в следующем году планируется внедрить ряд новых проектов. В частности, это обеспечение лекарствами детей с редкими заболеваниями, профилактикой детской инвалидности, пересмотр норм питания, а также планируется увеличить количество мест в дошкольных учреждениях и зачисление детишек из многодетных семей в садики вне очереди. Ну а прямо сейчас о новостях экономики готова рассказать моя коллега Нургуяна Иванова. Правительство Российской Федерации совместно с крупными банками прорабатывает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке. Появление нового воздушного перевозчика должно решить проблему транспортной доступности региона. Однако авиаэксперты считают проект слишком затратным и предлагают увеличить субсидирование существующих авиакомпаний. Предметное обсуждение этого вопроса начнется в 2020 году. Общая сумма, на которую жители Якутии подали заявки на получение льготной ипотеки, составила около 800 миллионов рублей. Отметим, что льготной ипотекой могут воспользоваться не только жители города Якутска, но и молодые семьи в районах, других городах республики. Напомним, льготная ипотека на Дальнем Востоке позволяет молодым семьям, получателям дальневосточных гектаров, брать ипотечные займы по ставке 2% годовых на срок до 20 лет в размере не более 6 миллионов рублей. Предполагается за счет этой программы выдать около 147 тысяч кредитов на сумму до 450 миллиардов рублей. Получить такой кредит можно будет однократно. Компания «Алмазы Анабара» направит 108 миллионов рублей на развитие 5 арктических районов республики в 2020 году. Соответствующее соглашение компания подписала с Булунским, Анабарским, Оленёкским, Жиганским и Эвено-Бытантайским районами. Целью соглашения является развитие экономики, создание благоприятных условий для решения основных социальных задач, соблюдение экологических требований, переобучение и трудоустройство местного населения. Новый резидент территории опережающего развития индустриальный парк Ангалас и Фонд развития региональной авиации ИТБ займется ремонтом и техобслуживанием летательных аппаратов. Кроме того, резидент будет предоставлять в аренду собственные самолеты Ан-2. На площадке планируется возвести линейную станцию по ремонту воздушных судов, куда входят ангары и различные технические сооружения. Эти работы начнутся весной 2020 года. Компания уже провела работы по предварительной подготовке территории для реализации проекта. Организована взлетно-посадочная полоса длиной 800 метров, рулежные стоянки и установлены светосигнальные огни. На все объекты оформлен временный аэронавигационный паспорт. Постоянный документ планируется получить в 2020 году. На горно-обогатительном комбинате Инаглинский в Нерюнгринском районе Якутии добыли свыше 316 тысяч тонн угля в месяц. Кроме того, на шахте выполнили годовой план по добыче топлива. Рекордного показателя добились благодаря слаженному коллективу, профессионализму и самоотдаче работников компании, а также надежной работе новой техники вкладно-подрядных организаций, сообщили в пресс-службе компании «Колмар». Отметим, что угольный кластер в Якутии обеспечит более 252 миллиардов
миллиардов рублей прироста валового регионального продукта и свыше 13 миллиардов рублей дополнительных налоговых поступлений в бюджет республики до 2028 года. При этом будет создано более 3000 рабочих мест. Алроса добыла алмаз массой 191 карат на Батаубинской кимберлитовой трубке в Якутии. По оценке специалистов Нюрбинского ГОКа, Алроса кристалл обладает высокими качественными характеристиками. Эксперты предварительно оценили возраст камня в 2 миллиарда лет. Более точные данные покажет минералогическое исследование. В ближайшее время алмаз будет отправлен в единую сбытовую организацию Алроса для детального изучения и оценки. Бизнес-инкубатор для начинающих предпринимателей открылся в городе Алекминске. Это 18-я по счету организация в Якутии, занимающаяся поддержкой проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития, от разработки идеи до ее коммерциализации. Кроме того, на базе здания бизнес-инкубатора в скором времени откроется центр оказания услуг «Мой бизнес», который будет оказывать комплекс услуг для всех местных предпринимателей. Нургуяна Иванова, новости экономики. В Нерюнгри с Нового года будет действовать новое расписание автобусов. На прямой связи наш корреспондент Александра Цибикова. Саша, здравствуй. Расскажи, в связи с чем изменится расписание маршрутов? Добрый день. Расписание автобусных маршрутов изменится в связи с преобладанием пассажирооборота в утренние часы, когда люди едут на работу, в сады, в школу, в больницы, и в вечерние, когда возвращаются после трудового дня. В обеденные часы на некоторых маршрутах изменится расписание, увеличится интервал между автобусными рейсами, чтобы не возить по 5 пассажиров, как говорится. Что хочется еще отметить, с 1 по 8 число будет осуществляться расписание по расписанию выходного дня. Узнать всю информацию можно на инстаграм-странице Нерюнгри. Я думаю, оно обязательно появится на официальном сайте. Или позвонить по номеру 69223, если у людей, допустим, пожилого возраста нет возможности выйти в сеть. И также по номеру сотового телефона 8 924 879 64 57. Что еще есть? Маршрут номер 8, который осуществляет поездки до больничного комплекса, будет выполнять рейсы каждые 40 минут. Новое расписание уже заверено главой города. Всех с наступающим. На этом у меня все. Спасибо, Саша. Я напомню, это была наш корреспондент Александра Цибикова. Переходим к другим темам. Невнимательность сыграла злую шутку с жителем Якутска. Забыв закрыть входную дверь, он лишился холодильника. Подробности у Юрия Осипова. Юра, расскажи, удалось ли поймать вора? Да, Юля, здравствуй. Вора удалось поймать. Им оказался знакомый мужчина, 32-летний ранее судимый уроженец Мегино-Кангаласского района. Уносить ношу он не стал, а продал холодильник соседу потерпевшего. Сейчас его задержали и возбудили в его отношении уголовное дело по статье «Кража». Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутии бывший начальник районного изолятора временного содержания признан виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Следком по республике. Стало известно, что с февраля 2016 по декабрь 2017 года обвиняемый в должности заместителя начальника, а позже уже начальника изолятора, предоставлял привлекающимся к уголовной ответственности привилегированные условия содержания. Как выяснилось, он исполнял указания начальника отдела МВД России по Алданскому району. Так он организовывал беспрепятственную передачу содержащимся в изоляторе продуктов и предметов, запрещенных к хранению и использованию, там мобильных телефонов, компьютеров, спиртных напитков. Привилегии действовали в частности по отношению к лицам, привлеченным к уголовной ответственности за угоны, кражи, убийства, которые давали показания. Помимо незаконных предметов, также с ведома обвиняемого организовывались свидания с девушками, которые проходили ночью в помещении изолятора. Мужчина признал вину и раскаялся в преступлениях. Его приговорили к 1 году и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Пьяная жительница Якутии избила малолетнего сына. Факт жестокого обращения с ребенком выявили инспекторы по делам несовершеннолетних. Так, в ходе процессуальной проверки сотрудница полиции выявила, что 35-летняя местная жительница, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, нанесла своему 12-летнему сыну множественные телесные повреждения.
Инцидент произошел около половины 7 вечера. Установлено, что когда мальчик учил уроки, подозреваемая подошла к нему и неожиданно стала бить ногами и руками по различным частям тела, а затем и вовсе схватила его за шею и стала душить. Назначенная судебно-медицинская экспертиза установила множественные ссадины и кровоподтеки в области головы и теле мальчика. По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию, а также жестокое обращение. По сообщению МВД, в настоящее время состояние ребенка удовлетворительное. Мальчик испытал сильный стресс. Подозреваемая находится на принудительном лечении в психоневрологическом диспансере от металлокогольного психоза. 100 тысяч рублей штрафа уплатит командир самолета Ан-24 авиакомпании «Якутия». Его признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, если эти деяния повлекли причинение крупного ущерба. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте. Следствием и судом установлено, что ночью 15 мая этого года при посадке и торможении на взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутска пассажирского Ан-24, выполнявшего пассажирский рейс Нюрба-Якутск, командир самолета нарушил требования должностной инструкции руководства полетной эксплуатации самолета и федеральных авиационных правил. В результате этого были повреждены тормоза и авиашины на одной из стоек шасси. Тем самым авиакомпании «Якутия» был причинен ущерб на сумму около 1,5 миллиона рублей. На борту воздушного судна в момент происшествия находились 29 пассажиров, 4 члена экипажа. Пострадавших нет. В ведомстве отмечают, что в ходе расследования уголовного дела были допрошены свидетели и специалисты. Изъята и проанализирована документация и аудиозаписи переговоров экипажа с диспетчерскими службами. Проведена судебная летно-техническая экспертиза, а также выполнены иные следственные действия, направленные на установление всех причин и обстоятельств авиапроисшествия. Гендиректору авиакомпании было внесено представление, по результатам рассмотрения которого члены экипажа и руководства авиаэскадрильи были привлечены к дисциплинарной ответственности. Приняты меры к устранению причин и обстоятельств, способствующих данному инциденту. В Нерюнгри сотрудники транспортной полиции привлекли к административной ответственности дебошира, которым оказался певец Рома Жуков. По сообщению ведомства, к административной ответственности привлечены 52-летний мужчина и 27-летняя женщина, которые в состоянии алкогольного опьянения некорректно вели себя в зоне досмотра аэропорта Нерюнгри. Они были доставлены в линейный пункт полиции, где при оформлении административного протокола мужчина в присутствии свидетелей стал оскорблять грубо нецензурной бранью сотрудника транспортной полиции. На замечание не реагировал. В их отношении составили административные протоколы. Проводится дальнейшая проверка, результаты которой будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире. Юля, ну а к этому часу у меня вся информация. Увидимся в следующих выпусках. Спасибо, Юра. А мы переходим к мировым новостям. Новый ровер, созданный инженерами лаборатории реактивного движения НАСА, по плану отправится к Марсу в июле 2020 года. Основной задачей аппарата будут поиски жизни на планете и сбор образцов в рамках подготовки пилотируемой экспедиции. Марсианский вездеход смогли увидеть журналисты. Лаборатория реактивного движения НАСА в Пасадине пригласила в пятницу представителей прессы в стерильный цех, где перед ними предстал новый марсианский ровер. Вскоре он отправится во Флориду, где начнется подготовка к старту, намеченному на июль 2020 года. Журналистов одели в такие же белые комбинезоны, в которых работают сотрудники лаборатории. Никакой одежды из шерсти, косметики и парфюмерии. Чем обусловлен такой строгий протокол, объяснил инженер Крис Шателье. Мы будем пытаться найти признаки жизни и не хотим привезти на Марс земные бактерии, которые могут перенести полет и расплодиться в этой атмосфере. Кроме того, известно, что самые мелкие частицы могут вызвать большие проблемы, поэтому нужно убедиться, что опасность загрязнения минимальна. Ровер опустится на поверхность Марса в кратере Эзеро, который предположительно был некогда заполнен водой. Аппарат с помощью установленного на нем оборудования займется сбором образцов донных отложений. Их анализ позволит понять, существовала ли жизнь на планете, рассказал заместитель руководителя проекта «Марс-2020» Мэтт Уоллес. Когда будет собрано от 20 до 30 проб, их переправят на Землю в рамках другой космической экспедиции, предварительно намеченной на 2026 год. Программа работ весьма обширна, добавил Уоллес.
Мы проводим технологические эксперименты, позволяющие подготовиться к исследованиям с участием людей. Мы будем вырабатывать кислород на поверхности Марса. Запустим дрон-вертолет для ведения разведки. При посадке в кратере Эзеро будет использоваться новая спускаемая платформа. Она даст возможность безопасно доставлять пилотируемые экспедиции. Имя собственное ровер получит в начале будущего года. Прежние марсоходы назывались Sojourner, Spirit, Opportunity и Curiosity. Монтаж комплекса, который включает ракету-носитель, собственно ровер и спускаемый аппарат, а также подготовка к старту с мыса Канаверал, начнется в феврале. Часовой колокол Биг Бен на башне Елизаветы британского парламента зазвонит в полночь 31 декабря. Завершился очередной этап реставрации одной из самых узнаваемых достопримечательностей Лондона и всего Соединенного Королевства, рассказывает Сергей Берец. Хотя реставрационные работы на башне Елизаветы находятся только на полпути, колокол Биг Бен парламентских часов возвестит наступление нового 2020 года. В предыдущий раз его голос звучал 11 ноября, в день поминовения павших в Первой мировой и последующих войнах. Летом Большой колокол отметил свое 160-летие. В марте и октябре были частично убраны леса, скрывавшие башню с часами с 2017 года, когда был запущен проект по реставрации. Цифры и стрелки из черных стали синими. Именно берлинская лазурь в сочетании с викторианской позолотой были их исходными цветами. Колокол все время оставался на своем постоянном месте. Мастера разобрали 11-тонный часовой механизм и спустили на землю для ремонта. На этот период его заменил электромотор, приводивший стрелки в движение. Все металлические детали на фасадах башни очищены от ржавчины и заново покрашены. Обновлена каменная кладка. Восстановлены 3433 чугунные плитки с кровли. Реставрация башни завершится в 2021 году. Затем настанет черед всех остальных зданий британского парламента. Стоимость программы оценивается в 4 миллиарда фунтов стерлингов или более 5 миллиардов долларов. Снег в Москве так и не выпал. Городские власти решили завести его хотя бы в центр, где уже начались праздничные гуляния. Подробности далее. Зима в Москве оказалась на редкость теплой и бесснежной. Проблему отсутствия сезонных осадков мэрия решила административными методами. Снег завезли грузовиками. Не на весь город, а только в центр, который закрыт для автомобилей на время праздников и фестиваля «Путешествие в Рождество». Глава департамента торговли и услуг Алексей Немирюк объяснил, что из снега сделают горки. Идея развеселила Деда Мороза и Снегурочку, в миру Данила и Юлию. Очень смешно выглядит, если честно. Ну, это выглядит очень Это не по-новогоднему как-то совсем. Тем более он, смотрите, какой-то бежевый или серый уже стал. Погодная аномалия расстроила некоторых посетителей парка Зарядье, а привозной снег вернул им душевный покой. Снега же нигде нет, грустно. Кажется, что осенью пришел Новый год, а теперь по-настоящему новогоднее настроение. Другие отдали должное находчивости отцов города. Да. Ну, хотя бы это удовольствие. Можно сфотографироваться на фоне Кремля. Если снега Со снегом. Ощущение зимы, когда снега нет по-настоящему, хотя бы так. Мы ждем, когда же он выпадет. Да? Вот и выпал. Очень здорово. Пользователи соцсетей упражнялись в остроумии и сарказме. Кое-кто усмотрел в произошедшем признаки коррупции и распила бюджета. Общим местом в эти дни стало цитирование хрестоматийного фрагмента из 5 главы Евгения Онегина. Гидрометцентр России признал, что не берется дать точный прогноз на 31 декабря. Возможно, что снег все-таки пойдет естественным путем в новогоднюю ночь, хотя и вероятность обратного тоже весьма высока. В
преддверии Нового года города украшены всевозможными гирляндами, а повсюду установлены елки всех цветов и размеров, живые и искусственные. Но в эстонском городе Выру жители решили поставить, кажется, самую уникальную новогоднюю елку. Они собрали зеленые биотуалеты, выставив их в форме пирамиды. Необычная новогодняя конструкция теперь красуется недалеко от заправки. На самом верху постройки установлена звезда, сами биотуалеты украшены гирляндами. Однако менее функциональными туалеты не стали. Нижний ярус необычной елки доступен к посещению. Там есть бумага и другие туалетные принадлежности. Автор этот хозяин, который занимается летом на эти Томас. И у него эта фирма. И они были там 2 недели назад с семьей и с друзьями были спа. Там сидели в ванну и думали, что где-то видели такую картинку, что-нибудь сделали из этого туалета. Мы тоже можем что-нибудь делать. И вот оттуда идея. С приближением Нового года наступает и пора праздничных корпоративов. Ежегодно помимо выбора наряда возникает и головная боль с выбором места для праздника. Все большую популярность набирает так называемый кейтеринг – это выездное обслуживание праздников. С нами на прямой связи мой коллега Сергей Михедов. Он находится в одном из столичных ресторанов. Сергей, приветствую. Скажи, насколько востребован кейтеринг в этом году? Да, Юля, привет. Кейтеринг происходит от английского слова «кейтер», что значит «поставлять провизию». Кейтеринг – это выездное обслуживание мероприятий и включает в себя не просто сервировку стола, а это полное обслуживание вечера, то есть оформление вечера, это может быть и разлив напитков. И мы сейчас находимся в банкетном зале Александра Скрипина, и рядом со мной управляющая банкетным залом и таким направлением, как кейтеринг, Анна Чернова. Анна Владимировна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что же такое кейтеринг? Кейтеринг, как вы правильно заметили, это выездное обслуживание. Мы предоставляем свои услуги не только в нашем городе, но также и в наших районах нашей республики. Кейтеринг занимается выездным обслуживанием, как я уже сказала. Предоставляем мы полностью все услуги, начиная от мебели и заканчивая едой, приборами и обслуживанием официантов. Поделитесь, пожалуйста, опытом, какие блюда чаще всего заказывают, что предпочитают кушать люди? Данный вопрос очень индивидуален. Заказывают как холодные закуски, так и горячие. Выпечку очень любят наши гости и наши заказчики. И большим успехом пользуются, конечно же, тарталетки с салатами, канапе, различные холодные закуски. Если посчитать, сколько примерно по цене обходится обслуживание одного сотрудника, например, на корпоративе в среднем? Значит, опять-таки все индивидуально, но мы предлагаем наше меню от 1500 на человека до 2500. Это средняя цена на человека. Что касается праздников, какие мероприятия чаще всего обслуживаются? И вот, может быть, какие-то есть необычные места, куда заказывают обслуживание? В этом году действительно была замечена такая тенденция, что наши заказчики предпочитают большие залы. То есть это Музей России, мы очень часто туда выезжаем на мероприятия, это различные театры нашего города. Также заметили еще один момент, что сейчас очень часто кейтеринг стали заказывать на новоселье, на детские праздники к себе домой. То есть какое-то мероприятие, чтобы не задумываться о том, что готовить, лишнюю мебель не искать. Звонят нам, и мы под ключ организовываем любой праздник. У нас здесь немножко накрыт стол, да, несколько блюд. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что за блюда у нас здесь на столе. Действительно, сегодня на домашний семейный обед мы ждем гостей. И на данном столе закуски – это овощное ассорти, вы можете его увидеть. Это рыбное ассорти. Горячее блюдо – это шашлычки из свинины, которые мы готовим на гриле. Цезарь с креветками. И также горячее блюдо индивидуальное – это чир под овощами. Анна Владимировна, спасибо. Ну, а я от себя добавлю, что действительно кейтеринг – это достаточно выгодно, то есть можно сэкономить как на аренде банкетного зала и отметить корпоратив прямо у себя, например, в офисе. Юля, тебе слово. Спасибо, Сергей. Я напомню, это был наш корреспондент Сергей Михедов.
Сектор «Шанс» на барабане впервые в Якутске пройдет невероятное событие «Вечер чудес». 5 января состоится республиканский розыгрыш призов «Время чудес» с Леонидом Якубовичем. Подробности у Полины Долинской. Мы с надеждой на лучшее смотрим в будущее, ставим какие-то цели, строим планы, и наступающий год всегда воспринимается как возможность улучшить свое финансовое положение. И именно республиканский розыгрыш призов «Вечер чудес», возможно, станет новогодним чудом. У каждого будет шанс превратить мечту в реальность. В 36 муниципальных образованиях республики более 350 точек продаж и призовой фонд 10 миллионов рублей. Календари продаются во всех торговых центрах района, а также у индивидуальных распространителей. Жители Мирного смогут приобрести билеты в торговых центрах «Моника», «Полюс» и «Культспорттовары». Замечательная лотерейка, да, очень качественно сделанная. То есть я прям вот вижу по билету, по всем голограммам, то, что это действительно качественная лотерея. Между прочим, очень хорошо вот так подарить даже в подарок на Новый год, по-моему, вообще замечательно. А в Нерюнгри продажа календарей осуществляется в торговых центрах «Стенол», «Планета» и «Мир». Отметим, что старт продаж календарей был открыт 1 декабря и продлится до 5 января 2020 года. В Венгрии сейчас открыто 5 точек продаж. Это Центр культуры и духовности имени Пушкина, Театр актера и куклы, торговый центр «Планета», торговый центр «Мир» и торговый центр «Стенол». Очень большие шансы, крутые призы, квартира в Якутске, машина, участок в Сочи и еще более 50 крутых призов. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо приобрести календарь со специализированным корешком, оснащенный защитной мембраной, указать свое имя и номер телефона. Заполненный корешок необходимо бросить в ящик для розыгрыша, которые установлены в официальных местах продаж календарей. Организатором мероприятия выступает концертное агентство «Тайтон». Первый республиканский розыгрыш призов от Леонида Якубовича «Вечер чудес» у нас будет проходить в прямом эфире на телеканале «Якутия-24». Мы поставили перед собой цель охватить всю республику. Наша цель достигнута. Мы охватили в том числе и северные, и промышленные районы нашей республики. Перед началом розыгрыша ящики с заполненными корешками прибудут в город Якутск. В прямом эфире инстаграм-аккаунта концертного агентства «Тайтон» их вскроют, и они будут пересыпаны в барабан. А 5 января Леонид Якубович проведет розыгрыш для якутян, который каждый сможет посмотреть на телеканале «Якутия» с 19:00. Начните Новый год с чудес. Полина Долинская, Григорий Николаев, Якутск. Переходим к новостям спорта. 11-летний Али Турганбеков из Нур-Султана, известный также как казахстанский Ник Вуйчич, встретился с нападающим итальянского Ювентуса Криштиану Роналду в Дубае. Кадрами, на которых Али и Криштиану сражаются в небольшом футбольном поединке, Роналду поделился в своем аккаунте в Инстаграм и назвал игру настоящим вдохновением, отметив, что был очень рад встрече с мальчиком. Али Турганбеков – юноша из Казахстана, который родился без ног, он футбольный болельщик. Али уже имел возможность поиграть в футбол с Диего Марадоной и также встретился с Лионелем Месси. Однако вчера он смог исполнить еще одно свое заветное желание – познакомиться с Криштиану Роналду. Напомним, что на прошлой неделе Али уже встречался с известным спортсменом, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время своей поездки в Казахстан провел с мальчиком футбольную тренировку. По словам Али, это было его мечтой. В Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию. По его результатам был утвержден состав сборной России, которая отправится на чемпионат Европы. Подробнее об этом расскажет Полина Долинская. Полина, расскажи, кто представит Россию на чемпионате? Здравствуй, Юлия. На соревнованиях в Австрию в январе 2020 года поедут те участники, которые выиграли медали на национальном первенстве в Красноярске, а также победители и призеры среди спортивных пар, танцевальных дуэтов и мужчин-одиночников. В женском одиночном катании это Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. В Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию. Чемпионкой России стала Анна Щербакова. На втором месте Алена Косторная, бронза у Александры Трусовой. Среди спортивных пар победа принадлежит Александре Байковой и Дмитрию Козловскому. Дарья Павлюченко и Денис Кадыкин заняли 3-е место. Победители и призеры национального первенства войдут в состав сборной России на чемпионат Европы. Соревнования пройдут в Австрии в январе 2020 года.
После 9 туров чемпионата мира по блицу россиянка Екатерина Лагно занимает первое место. Набрав 8 очков, Лагно возглавляет турнирную таблицу. У россиянок Александры Костенюк, Дарьи Чарочкиной и Алины Кашлинской в активе по 7 очков. То же количество баллов у представительницы Индии Хампи Канеру. 30 декабря шахматистки проведут еще по 8 партий, а по итогам 17 партий определится чемпионка мира. А на мировом первенстве по рапиду победу одержал действующий чемпион мира по классическим шахматам норвежец Магнус Карлсон. За весь турнир норвежских шахматист не потерпел ни одного поражения. По итогам 15 туров Карлсон набрал 11,5 баллов. Второе место занял иранец Алиреза Фураджа. В его активе 10,5 очков. По итогам мирового первенства 29-летний Карлсон стал трехкратным чемпионом мира по быстрым шахматам. В матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги московский «Спартак» уступил хоккеистам клуба «Сочи». Встреча завершилась со счетом 1-0. Победная шайба принадлежит Сергею Шмелеву на второй минуте овертайма, а голкипер Сочи Илья Проскуряков отразил 20 бросков. Хоккейный клуб «Сочи» 4 января примет московский ЦСКА, а «Спартак» днем ранее сыграет дома с подмосковным «Витязем». В рамках многодневной лыжной гонки «Тур-де-Ски» россиянка Наталья Непряева заняла 3-е место в спринте свободным стилем. Победу в финальном забеге одержала словенка Анна-Мария Лампич. Второй финишировала норвежка Майкен Касперсен-Фала. Накануне российская спортсменка заняла 6-е место в масс-старте свободным стилем. А после 2 гонок в общем зачете Тур-де-Ски на 1-е место все-таки вышла Непряева. 1 секунду ей проигрывает Лампич. На 5-й секунде отстает норвежка Тереза Йоханна Ук. Ей принадлежит 3-я позиция. Следующие гонки Тур-де-Ски состоятся 31 декабря в Италии. В этот день пройдут мужская и женская гонки с раздельным стартом свободным стилем. Многодневка завершится 5 января. Манчестер Сити на своем поле победил Шеффилд Юнайтед в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. В составе Манчестера голы забили Серхио Агуэро и Кевин Де Брuyне. Манчестер Сити набрал 41 балл за 20 матчей и занимает 3-е место в таблице чемпионата Англии. Шеффилд после 20 матчей имеет 29 очков в активе и идет 8-м. В следующем матче Манчестер Сити 1 января примет Эвертон. Шеффилд Юнайтед сыграет 2 января с Ливерпулем. Группа аквалангистов отпраздновала приближение Нового года в глубинах Байкала. Дайверы устроили конкурсы и исполнили балетные номера. Подробности далее. По сложившейся традиции дайверы из Листвянки в Иркутской области начали отмечать новогодние праздники на дне Байкала. Участники подводного утренника, помимо профессионального снаряжения, продемонстрировали карнавальные наряды. Один из них избрал образ крысы, символа очередного года по восточному календарю, который наступит только в конце января. Программа погружения включала соревнования и конкурсы, в том числе забеги с гирями. Роль Деда Мороза выпала Александру Васильеву. Он вручил подарки победителям и не только им. Победила по большому счету дружба, но были и самые-самые отличившиеся. Они, конечно же, получили ценные призы. Прямо там? Прямо там, конечно. Я же подводный Дед Мороз. Анна Гуменникова и ее подруги исполнили танец маленьких лебедей. С девочками решили, что раз Новый год, раз зима, должно же быть какое-то волшебство. А какое волшебство у девочек? Самое замечательное – это Лебединое озеро. Все балерины, все стройные, все красивые. Только мне ткани не хватило. Вода в Байкале оказалась довольно теплой для этого времени года. Ее температура составила комфортные 3 градуса. На воздухе термометр показывал -20. На этом у меня все. Будьте в курсе спортивных событий на Якутия-24. Юлия, передаю тебе слово. Спасибо, Полина.
Ну а коллектив клуба дайверов из Мирного «Северный скат», несмотря на низкую температуру на улице, не нарушает график своих занятий. Ведь дисциплина – это основное, что прививается воспитанникам. Здесь нет социальной иерархии, и неважно, кто ты ученик – из школы или инженер предприятия. Крайне в этом году, как говорят дайверы для воспитанников, конкурс был придуман на тему квеста «Пиратская тема». Поиск золотых монет и выполнение заданий, которые помогают развивать смекалку и ориентирование на карте. А по традиции в завершении занятий погружение, украшение елки и обязательно хоровод. Сегодня тренировка у нас необычная. Мы провели пиратский квест, где ребята ищут различные находки, загадки разгадывают и выполняют необходимые задания. После этого у нас будет мероприятие на воде. Мы будем наряжать елку и хоровод традиционный под водой. Экстремальный марафон «Полюс холода» состоится в Аймиконе. К забегу готовы 25 спортсменов. Участники движения «Паркран» еженедельно собираются в парке и пробегают по 5 километров. О людях, для которых 45 градусов мороза не повод пропустить пробежку, сюжет Юрия Осипова. Холод и туман не помеха. Утро. Температура воздуха минус 48 градусов. Но в парке оживленно. Здесь десятки людей, для которых бег намного важнее столбика термометра. Перед забегом обязательно зарядка, чтобы разогреть мышцы. На этот раз 5-километровая дистанция заняла у Сергея чуть больше 23 минут. Он показал второй результат в забеге, но, как признается сам, он не гонится за медалями, а делает это для собственного удовольствия. Это поиск положительных эмоций в наших серых буднях. Вот так. Для меня это так. Я, например, когда бегаю, и зимой, и летом, я радуюсь. У меня ощущение счастья. Вместе с Сергеем в забеге приняли участие больше 20 его единомышленников. Круглый год, каждую неделю по субботам они собираются в парке в любую погоду. Забеги «Паркран» проводятся по всему миру. Мы международное движение. Нашими целями является как можно больше привлечь людей к спортивному и здоровому образу жизни, вытащить их с диванов, но заставить заниматься физкультурой. Посещает сейчас порядка 25 человек. Зимой, а летом будет, конечно, побольше, человек, наверное, 80-90. Но настоящее испытание на прочность ждет бегунов, решивших принять участие в экстремальном марафоне «Полюс холода», который пройдет 5 января в Аймиконе. Помимо физической подготовки, участникам требуется и подходящее снаряжение. Например, флисовую одежду, вот, несколько слоев. Это куртка, жилет и джемпер. Под ним термобелье. Вот так. И бегаю вот уги. Они теплые и не мерзнут. Экипировка самая обычная. Ну, лицо в капюшоне и вот этих специальных шарф. Ну, все время закрытым бежать это невозможно, поэтому всегда открыто я бегаю. К забегу готовы 25 участников. По сообщению организаторов, длина маршрута, по которому побегут участники, от Аймикона до Тамтора составит ровно 42 километра 195 метров. С 2016 года мы начали делать пробеги, совершать пробеги. Сначала на Аллахунь и обратно. Аллахунь – это Усманский район. И потом до Магадана. В общем, ребята нынче бегали вокруг озера Ильмень. 5 дней бегали. Большое расстояние. Но нынче собираемся второй раз на Аймикон. На преодоление трассы бегунам дадут 5 часов. Те, кто не успеет преодолеть дистанцию, будут сняты. В первую очередь это связано с безопасностью. Для страховки на протяжении трассы через каждые 10 километров будут расставлены палатки с питанием и горячим чаем. А также бегунов будут страховать сопровождающие машины. Юрий Осипов, Григорий Охлопков, Якутск. Ну а теперь о погоде в крупных городах республики. В Алдане минус 34, ветер дует со скоростью 1 метр в секунду, малооблачно, без осадков. Минус 24 в Ленске, давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер 3 метра в секунду, облачно. В Мирном 27 градусов ниже нуля, скорость ветра 6 метров в секунду, давление 731 миллиметр ртутного столба.
30 градусов со знаком минус за окнами нерюнгринцев. Ветер дует со скоростью 3 метра в секунду без осадков. В Якутске холоднее всего минус 43 градуса, скорость ветра 2 метра в секунду, давление 767 миллиметров ртутного столба. Оставайтесь с нами и будьте всегда в курсе главных событий.